Калмыки – это единственный народ в Европе, традиционно исповедующий буддизм. Быт и религия народа настолько тесно связаны между собой, что все важные события и решения семьи принимались только после согласования с буддийским священником. Костюмы буддийского духовенства имели связь не только с традиционной буддийской школой Гелугпа, но и с особенностями национального костюма. Раньше все народы имели всегда свои национальные костюмы, которые легко отличали их от других народов. И при этом духовенство, то есть монашеское, буддийское духовенство, тоже не было исключением и тоже имело свои особенности в своем одеянии. Конечно, поскольку наше калмыцкое буддийское духовенство, оно берет линию, да, еще с Тибета, который в свою очередь берет с Индии, и есть те каноны, канонические части монашеского одеяния, которые не изменились, и они имеют как бы по настоящее время свою важность. Да, и то, в чем сегодня ходят наши калмыцкие монахи, это как раз-таки та самая одежда, которая много веков назад была еще в Тибете, да, и в Индии, но, конечно, немножечко видоизменяясь. И вот эти видоизменения в одеянии, точнее даже сказать, не видоизменения, а добавление к монашеским одеяниям дополнительных каких-то элементов одежды, прежде всего было обусловлено климатическими условиями, погодными условиями, в которых, собственно, жила монашеская община Сангха. И, естественно, поскольку буддизм, он зародился еще в Древней Индии, а там погода очень жаркая, там было очень легкое монашеское одеяние. Вот, к примеру, мы можем увидеть на статуях Будды Шакьямуни, как изображается Будда Шакьямуни, всегда с открытым правым плечом, и вот там вот эти элементы одежды, они были такие максимально упрощенные. И буддизм, распространяясь еще севернее, конечно, приносил свои изменения в традицию одежды монашеской, и, например, уже в Монголии, и придя к нам к айратам буддизм, к монашескому одеянию добавляются еще новые элементы одежды, такие как лавшик, ну это что-то вроде такого халата, уже теплого, уже с рукавами, вот, поскольку мы вели кочевой образ жизни и в степи, и на ветру, и зимой, и нынешняя монашеская одежда, она бы, конечно, не справлялась бы с этими холодами. Вот. Но, естественно, поскольку монахи всегда должны как бы внешне и внутренне отличаться от остальных мирян, то монахи не могли одеть другую какую-то шубку, ну, теплую одежду, которую носили миряне, иначе они внешне не будут отличаться. И по монашеским традициям это тоже играет большую роль, именно чтобы внешний вид от мирян отличался. Вот, поэтому и специально придумали именно для монахов, для гелюнгов, вот этот новый элемент одежды. Вот. Ну, конечно, нужно сказать, что эти новые элементы одежды, они не являются именно каноническими элементами одежды, то есть в ритуалах, обрядах передачи монашеского посвящения, в саджонгах, это такой специальные ритуалы очищения, ну и во многих других таких обрядах, связанных именно с канонами Винаи, там используется по-прежнему тот вариант монашеского одеяния, который был еще вот издревле. То есть там не используется ни дель, ни лавшик, ни вот этот тонгок. Вот. И когда, например, гелюнги принимают обеты, да, у своего учителя, там участвует элемент одежды, естественно, как вот нижняя юбка или шандап называется, эркэмдже, и есть еще два элемента одежды желтого цвета, вот примерно как вы видите у Будды Шакьямуни, чого и намджар. Вот. И есть элементы на одежде, например, чого намджар, если мы посмотрим, мы увидим, что там вот много таких квадратиков, нашитых на эту одежду, и точно так же, как на шандапе у монахов такие. И намджар, там еще больше таких вот лоскутков в виде квадратиков. Традиция пошла еще с Древней Индии, когда монахи шили свое одеяние из лоскутков тканей ненужных, для того, чтобы не привязываться к внешнему виду, не привязываться к своей одежде. Она должна быть самой простой, самой дешевой, ну и чтобы не вызывать какую-то привязанность у других людей, которые смотрят на монахов. Поэтому такое монашеское одеяние, если полностью ее одеть, оно похоже, вот как будто монах стоит в каких-то лохмотьях. Вот, на самом деле это именно важная такая каноническая часть монашеского одеяния. И когда позже монахи начали шить себе и другие элементы одежды, такие как лавшик, да, или дель, там тоже
Сама эта одежда отличается своей, наверное, простотой такой, то есть там нету каких-то дорогущих таких элементов, там каких-то серебряных там вставок там или еще чего-то, например, ремень, но пояс у монахов там он никогда не был похож на пояс, как, допустим, у любого другого мужчины, да, калмыка, где там серебряная бляха, разные украшения. Вот, у гелюнгов пояса были такие максимально простые, вот, и сам лавшик тоже делался таким простеньким, да, не какой-то. Но при этом, конечно же, как и везде, у, значит, разных иерархов, значит, в монашеской общине одежда немножечко могла отличаться. То есть, например, у настоятелей бакше или у шаджилама, естественно, одежда немножко отличалась, там добавлялись определенные элементы. Ну, прежде всего, отличались шапки. Как правило, они были желтого цвета, вот, и есть шапки, значит, у гелюнгов, которые используются в определенных ритуалах. Вот многие и сегодня часто видят во время больших молебнов в Хуруле, когда в определенный момент молебна монахи одевают такие желтые шапки. Вот. А есть шапки, которые одеваются как бы уже не во время ритуала, да, а в такой обычной монашеской жизни, да, в монастыре. Вот. Ну и, естественно, у больших учителей, лам, были шапки, которые также прежде всего говорили о принадлежности нас к школе Гелугпа. Это желтая шапка, это такая шапка, как у, например, ламы Цонкапа. Мы на танках ламы Цонкапа видим вот эту желтую шапку. Вот. Ну и были такие особенные шапки, именно, которые отличались от каких-либо других канонических там, или от шапок других народов, таких как тибетцы, например, или халхи, ну, имели свои такие особенности. Таким образом, мы можем сделать вывод, что калмыцкое духовенство, именно монашеская община в Калмыкии, имела свои особенности в одежде, но при этом полностью на 100% сохранила именно правильную каноническую традицию монашеского одеяния, и все эти ритуалы, которые использовались, они продолжали и по сегодняшний день продолжают именно делаться по всем канонам, которые были заложены много веков назад. Вот. Хотя и даже сегодня, если мы говорим про наше время, то можно сказать, и сегодня есть у калмыцкого, значит, духовенства свои особенности в одежде. Например, зимой, ну, сейчас мы не шьем отдельно лавшик, но зимой, например, монахи используют те же куртки бордового, там, красного или желтого цветов, и что тоже можно сразу отличить этих монахов. Хотя лавшик или дель мы сейчас не носим. Но во всех обязательных ритуалах, таких как саджонг, ритуалы очищения, ритуалы монашеского посвящения и так далее, там используются только вот те элементы монашеской одежды, которые были еще заложены много-много веков назад. Каких-то отдельных канонов относительно обуви, честно говоря, мне неизвестно. Какая должна быть обувь, она, ну, то есть строгими правилами какими-то не оговаривается. Вот. Но, естественно, все монахи старались одевать обувь именно такую мягкую, прежде всего для того, чтобы не, ну, как бы твердой подошвой не наносить такого вреда земле, вот, и чтобы, если какие-то попадаются букашки на земле, чтобы как бы их не раздавливать, поэтому, как правило, обувь была такая мягкая. Ну и, естественно, тоже, поскольку вся монашеская одежда, она должна быть без таких каких-то дорогих элементов, то монахи не шили себе какую-то дорогую очень такую обувь, ну, за редкими, наверное, исключениями. То есть, в общем, традиция монашеская, она требует от монахов такой вот простоты. Вот. Именно поэтому вот многие люди спрашивают, почему, например, вот одежда, допустим, у Будды и у монахов такого оранжевого, желтого, такого бордовых цветов. Вот. Прежде всего это связано как раз-таки с этой традицией, что монахи шили свою одежду из самых простых материалов, самых дешевых материалов. Вот. И на тот момент, когда вообще монашеская община зарождалась,
самый дешевый материал был как раз-таки вот такого вот рыжеватого, такого желтого, что-то между бордового, таких вот цветов. Нельзя было одевать какую-то белую одежду, потому что белый цвет, белая ткань всегда была дорогая в Индии, и белый цвет это был цвет вот именно богатых людей, высших каст. Вот. А вот самые простые красители, самые дешевые материалы были как раз-таки такого цвета. Вот. Поэтому монашеское одеяние стало вот такого цвета, и позже, распространяясь уже дальше буддизм в Тибет, там эта традиция сохранилась делать одежду из самой дешевой ткани с самыми дешевыми красителями. В нынешнем монашеском одеянии, в нашем калмыцком монашеском одеянии как раз таки преобладают вот эти бордовые и желтые цвета. Ну, конечно же, желтый цвет, прежде всего, это наши головные уборы, шапки. Вот, как раз таки указывают на принадлежность нас к школе Гелугпа, которую основал лама Цонгкапа. Вот, еще некоторые называют эту школа желтошапочников. Ну, нас не принято так называть свою школу желтошапочников, это западные люди придумали. Вот, но отличительная особенность этой школы, да, то, что учителя у нас носят именно шапки желтого цвета. Белый старец – главный покровитель всех живых существ на земле, божество добра и благоденствия. Его основные атрибуты одежды – это распашной халат лавшик и накидка аркинджи. Лаушик – это вид одной из древнейших одежд монголов, калмыков, айратов, кочевников Центральной Азии. За моей спиной находится изображение белого старца, божества, покровителя местности, земли, древнего буддийского божества, которое как раз-таки облачено в длинный белый халат, без пояса и без застежек. Исследованиями по халату лавшик занималась известный ученый в Калмыкии Эльза Петровна Бакаева. Халат лавшик – это особая ритуальная одежда. Она сильно отличается как у монголов и айратов, так и у айратов и калмыков. Надо сказать, что сама этимология слова лаушик не до конца ясна. Однако в современном монгольском языке, кроме слова лаушик, есть еще и особый глагол лаушха, что значит стегать одежду, делать ее стеганой. Таким образом, можно предположить, что глагол лаушха возник от понятия лавшик, а также можно предположить, что наоборот от глагола лаушха появилось слово лавшик в калмыцком, западно-монгольском языке и в форме устаревшего в современном монгольском языке. Лаушик – это особый ритуальный халат, я повторюсь еще раз, который предназначался для особых случаев. Прежде всего, надо сказать, что монгольский и айратский лаушик айратов Западной Монголии очень похож друг на друга. Это широкий халат без пояса и без пуговиц, левая сторона которого подходит под правую, то есть вот перехлестно вот так вот закрывается, и заходит, точнее, под правую. И лаушик, как правило, у них отторачивался по кромке особым таким орнаментом, узором или такой тесьмой, лентой какой-то, которую, вот, например, алтайские урянхайцы Западной Монголии считают границами своих кочевий, отраженных в одежде. Что касается самого понятия лаушик как особого халата, ритуального халата, то у калмыков он отличался достаточно сильно от айратского и монгольского типа тем, что, вероятно, здесь скрываются древние представления кочевников Центральной Азии о троемирии, мире верхнем, который заключался в головном уборе и украшением головы серьгами, различными другими украшениями на волосы и так далее. Среднего мира, то есть мира людей, который представлял собой одежду, и нижнего мира, мира мертвых, который представлял собой подол одежды, кромку одежды и обувь, собственно, которой осуществлялся контакт с землей. Таким образом, вот этот вот лаушик, кроме того, еще, как предполагает Эльза Петровна Бакаева, может быть связан с культом гор у кочевников Центральной Азии, в частности у монголов и калмыков и айратов. Так, если мы приглядимся к изображению белого старца, то как раз таки здесь белый старец представлен, в отличие от монгольской традиционной иконографии белого старца, представлен стоящим, то есть объединяющим собой три мира. Мир верхний, то есть мир небесный, мир человеческий, живой, и мир подземный, то есть мир умерших уже.
И таким образом белый старец в своем белом халате представляет собой эдакую вселенскую гору, которая объединяет все три мира в древних представлениях наших предков. Лаушик был особой ритуальной одеждой. Прежде всего, еще важно отметить то, что лаушик имел два вида. Зимний вид стеганой одежды, достаточно утепленный, назывался терелик, а лаушик — это была летняя одежда, которая шилась из разных видов тканей. Как правило, это были тонкие ткани, для того, чтобы летом человек не запарился в таком халате из толстой ткани. Лаушик шился так, что в нем не было пояса. Вообще пояс — это необыкновенно сакральное явление в традиционной культуре кочевников Центральной Азии. И прежде всего потому, что пояс отличал живых людей, людей детородного возраста и людей, которые могли быть еще активными. Когда женщина выходила замуж и рожала ребенка, пояс она больше не носила, отчего, например, в современном монгольском языке одно из названий женщины звучит как бюсгуй, то есть не имеющая пояса. Кроме того, что существуют какие-то другие названия женщины, но вот бюсгуй — это особое название, которым обозначают женщину, причем даже чаще, чем теми названиями, которые еще есть в монгольском языке. То есть женщина, родившая ребенка, уже пояс не носила, тогда как мужчины пояс надевали постоянно, и в особенности в то время, когда осуществляли моления перед своими божествами родовыми, перед божествами буддийскими, перед своим алтарем. Пояс обязательно надевался. Что касается лаушик, то эту одежду носили уже люди, которые перешли детородный возраст, то есть люди пожилого возраста надевали этот лаушик и тоже поясом не закрепляли, что означало их уже, собственно, переход в состояние стариков, переход в состояние людей, уже не имеющих функции детородной. Поэтому само явление этого халата, оно очень древнее. Позже, надо это особо отметить, халат лаушик стали надевать буддийские священнослужители. Это фиксируется в большом количестве самых разных фотографий, сделанных на территории Калмыкии, Калмыцкой степи, в Ставропольской губернии, в области войска Донского. Практически все буддийское духовенство, так как они, соблюдая целибат, не носили определенного вида одежды мирской, потому лаушик был допустим для ношения духовенством. Известна есть фотография ламы калмыцкого народа Зубыра Сантанова, где он в шикарном парчевом таком халате лаушик сидит со своим посохом верховного ламы Калмыкии. Есть и много других фотографий, которые как раз таки могут рассказать об этом. Есть большое количество фотографий старцев, одетых в этот халат. У калмыков этот халат застегивался. Застегивался он специальными пуговичками, либо сплетенными из шнура или из какой-то ленты, либо изготавливался из особых каких-то предметов, которыми, собственно, изготавливали пуговицы металлические или вот из шелкового шнура, что отмечает Эльза Петровна Бакаева. Если мы зададимся вопросом о том, носили ли дети лаушик, то нужно вообще сказать о культуре ношения одежды у детей. Прежде всего, эта культура заключалась в том, что сразу после рождения ребенка заворачивали в халат, в подол халата лаушик или терелик или какого-то другого халата, который носила его бабушка, что означало передачу некого блага такого, то, что по-калмыцки называется кишик, рожденному ребенку. Потом, по мере взросления, до появления вторичных половых признаков, дети носили всякие разные обноски. И лишь те дети, которых с измальства отдавали в хурулы, для того, чтобы они были послушниками при монастырях, имели право надевать халат лаушик, потому что их с детородностью, с продолжением своего рода ничего не связывало. Поэтому надо сказать, что лаушик — это особая одежда, ритуальная одежда, которую надевали буддийские священнослужители, которую надевали калмыцкие старики, причем старики не только в повседневной жизни, но также и в то время, когда участвовали в каких-то буддийских обрядах, ритуалах, церемониях. И маленькие послушники имели право надеть лаушик, о чем тоже есть масса подтверждающих фотографий, так как их деятельность, их выбор в жизни никак не был связан с продолжением рода, а больше был связан со служением
буддийскому учению, буддийским культам и полному воздержанию, то есть полному целибату, как это положено в буддийской традиции. По спискам на 1916 год насчитывалось более 70 хурулов и молельных домов. Гонения 30-х годов, война и 13 лет ссылки привели к упадку Калмыцкого храмового института. Но даже тяжелые испытания, выпавшие на долю народа, не смогли выжечь из сердец калмыков веру. И с 1991 года идет активное строительство. И теперь в каждом районе Калмыкии есть свой собственный хурул.